Уже со следующего месяца новая современная противотуберкулезная больница начнет принимать своих первых пациентов. Она рассчитана на 128 коек. Здесь будут лечиться все туберкулезные больные города Бишкек и Чувской области с отдельным отделением, устроенным по международным стандартам для лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Отличие в том, что здесь предусмотрено именно по международным стандартам. Как должно быть именно алгоритм ведения и протокол лечения именно туберкулезных больных. Начиная от входа, от вхождения, лабораторные исследования, определение там БК плюс БК отрицательное, и вот перемещение больных, соприкосновение персонала, все прям до мелочей это отработано. А сколько тут койко-мест? 128 коек, это мощности хватает, чтобы мы могли плодотворно, то есть эффективно лечить наших больных. На сегодня завершены все строительно-монтажные работы больницы и благоустройство территории. Проводятся пусконаладочные работы здания. Новая туббольница будет оснащена современным медицинским и немедицинским оборудованием. Для этого уже подготовлены тендерные документы на закупку и направлены на одобрение в Германский банк развития. Реализация проекта строительства обошлась спонсором в 6,5 миллионов евро. На пороге открытия и республиканский перинатальный центр. Он начнет прием пациентов осенью. На сегодня строительство нового корпуса завершено на 97%. Центр состоит из 3 этажей. Родильный зал, реанимационное отделение, в основном для новорожденных, и хирургическое отделение. Общий бюджет проекта составляет 13 миллионов евро в виде гранта. Все материалы, все комплектующие, все инфраструктурные составляющие этого центра из-за рубежа. Это из Германии, с Турции, с Франции, даже плитки с Испании. Вот то, что вы видите, на чем мы стоим, это антибактериальный, антистатический линолеум. Это особый, очень дорогостоящий материал. Даже вот, которые в вентиляционных шахтах стоят, оцинковки, это оцинковки тоже непростые, специализированные, очень специально привезенные для именно направленные на медицинские учреждения материалы. До сегодняшнего дня функцией перинаталки хорошо справлялся Центр охраны материнства и детства, но с введением перинатального центра эта служба только усилится. По завершении строительства центр будет укомплектован штатными сотрудниками, а далее в целях повышения профессионализма ожидается обмен кадрами с другими странами. Если заработает данный центр, у нас будет возможность обмена кадрами с дальнего зарубежья. Мы можем на уровень, вот как критичный уровень, отправлять наших молодых кадров на обучение за рубеж. Вот будущее очень великолепное. Такими положительными результатами продолжается реформа в системе здравоохранения, в реализации которой заинтересовано как министерство, так и руководство страны. Также в рамках реформы для укрепления служб оказания неотложной медицинской помощи и повышения ее качества и доступности в рамках создания системы экстренной медицинской помощи были закуплены 15 машин скорой медицинской помощи. Однако есть проблемы по вводу в эксплуатацию данных машин. Здесь правительство новое, у нас президент Садыр Джапаров от нас требует быстрых, четких решений, не бояться ответственности. Вот эти все вопросы мы решим, и совсем скоро все эти перинатальные центры заработают. Эти скорая помощь должны, они плохие, хорошие. Мы сейчас не будем сейчас выяснять, кто там виноват, что там виноват. Мы должны идти вперед. Пусть у нас будет 1500 скорых машин. Понимаете, наша задача вот такая. А мы тут остановились, и 15 скорых машин мы не можем что-то сделать. Это уровень не то, что это детский сад. Отметим, что строительство 2 больниц было проведено в рамках проекта, финансируемого грантом немецкого банка развития. Правительство страны в рамках данного соглашения выделило финансирование, направленное на подготовку и проведение строительных работ, включающих снос существующих строений, проектирование и строительство наружных сетей и не только. Ахмюр Нурдинова, Чингис Тухторбек, ЛТР Бишкек.